Предпринимателей обяжут страховать бизнес-объекты, в которых собирается большое количество людей. Такую норму хотят внести в законодательство, чтобы гарантировать возмещение ущерба пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Внедряется система страхования объектов с массовым пребыванием людей в случае причинения вреда третьим лицам в результате пожара, что повысит уровень пожарной безопасности на крупных объектах и обеспечит возмещение ущерба пострадавшим. Депутаты уже одобрили эту норму в первом чтении. Парламентарии поддержали предложение Министерства по ЧС о страховании крупных объектов. А вот вопрос финансовой защиты домов и квартир казахстанцев по-прежнему остается открытым. Напомню, о необходимости введения системы страхования жилья и парламентарии, и чиновники стали массово высказываться в прошлом году, после того, как масштабные паводки нанесли огромный урон жилищному фонду страны. При этом многие настаивали на обязательном страховании в тех регионах, где риски природных катаклизмов особенно велики. К слову, уже в нынешнем году подтопление может грозить населенным пунктам Западно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, сообщил сегодня глава по ЧС. Но с оговоркой: специалисты работают над тем, чтобы минимизировать вероятность паводков. Впрочем, если большая вода все же повредит здание, вопрос о возмещении ущерба снова выйдет на первый план. Систему страхования жилья пока не ввели и вряд ли успеют сделать это до наступления весны. И на то есть причины, говорят депутаты. Вопрос этот он на марше, но, конечно, к этой весне понятно, что мое мнение, что этот процесс не будет запущен. Я говорю, слишком много того, что недоверие населения, неготовность продуктов в силу того, что они просто не готовы у страховых компаний, и недостаток, может быть, воли и организационных мероприятий со стороны государства.